Ну что ж, это подключение. Добрый день, уважаемые коллеги, муниципальные координаторы проведения диагностики профессиональных компетенций учителей. Мы рады приветствовать вас на втором уже установочном таком вебинаре по основным требованиям по проведению диагностики. Все материалы Анастасия Александровна вам направила для ознакомления. В своей презентации я позволю себе остановиться лишь на основных направлениях, основных моментах, что наиболее важно. Если у вас, коллеги, будут какие-то возникать вопросы, прошу задавать их в чате. И чуть позже к нам присоединится Галина Владимировна Китайгородская, ректор Коммерческо-американского института развития образования. А пока я позволю себе пойти по ее презентации, поэтому и стоит ее фамилия. Коллеги, Анастасия Александровна с вами на связи, поэтому если возникают будут какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться к ней, либо же ко мне. Зовут меня Наталья Николаевна Исаева, заведующая Центром развития общего образования, социализации и воспитания личности Института развития образования. Контактная информация вся представлена будет на последнем слайде. Ну, соответственно, можно будет обращаться, задавать интересующие вопросы. Я напоминаю, что 15 сентября нас с вами ждет проведение данной процедуры. Основные организаторы диагностики, региональные координаторы – это, собственно, специалист, обеспечивающий координацию работ по проведению диагностики в регионе. Данным региональным координатором выступает Институт развития образования. Муниципальные координаторы – это как раз вы, уважаемые коллеги, люди, которые обеспечивают координацию работ по проведению диагностики уже непосредственно в муниципалитете. Ну и в ряде муниципалитетов вы помните, что к вам добавляются коллеги с близлежащих муниципальных образований. И в данном случае муниципальные координаторы, здесь необходимо говорить о двух функциях. Это вы организуете также, и вам подчиняются организатор в аудитории, там, где будет проходить, собственно, исследование, специалист назначен, должен быть вашим внутренним приказом или распоряжением. И независимый наблюдатель – это представитель, присутствующий при проведении диагностики в аудитории. Это может быть специалист управления образования, учитель начальных классов, родитель, то есть любой специалист, не связанный напрямую с данной предметной областью. Коллеги, вы уже сформировали списки и организаторов в аудитории, и независимых наблюдателей. Я знаю, что Анастасии Александровне вы их выслали, и фактически, то есть эта работа также у нас проведена. Какие функции муниципального организатора вы прекрасно знаете, я позволю себе на них остановиться. У нас их с вами, в общем-то, 4 функции основных. Первая – это подготовка к проведению исследования. В данном случае мы постараемся, Институт развития образования направляет в ваш адрес все необходимые материалы диагностики. Коллеги, к 15 числу они должны быть у вас. Как только федеральный оператор направит в адрес института информацию, как только мы ее получим, то, соответственно, мы переправляем ее вам. Второе, в рамках подготовки к проведению вы обеспечиваете сохранность и целостность материалов диагностики. То есть, коллеги, мы все прекрасно знаем, как проводится ЕГЭ-ОГЭ, да, то есть процедура государственной итоговой аттестации. Здесь аналогичная процедура, только уже для наших коллег, для педагогов. Третье. Проводит обучение организаторов в аудитории и формирует таблицу с данными участников диагностики. Данная таблица представлена на слайде, она направлена во все представителям всех региональных координаторов.
Если мало ли что-то случилось, вы ее не получили, то, коллеги, пожалуйста, соответственно, сообщите Анастасии Александровне об отсутствии данных таблиц, но, насколько я знаю, данная информация была вам направлена. Далее. Обращаем ваше внимание, что необходимо в данной таблице, вам будет необходимо внести индивидуальный номер комплекта из сейф-пакета. То есть у каждого участника свой индивидуальный номер на пакете с заданиями, и, соответственно, его вы и должны будете внести в данную таблицу. Далее, при подготовке к проведению исследования также таблицу следует подготовить заранее, распечатать и передать в пункт проведения исследования организатору в аудитории для заполнения, чтобы он, понятное дело, что там, может быть, перенервничает, переживает, и времени будет ограничено, чтобы все это было готово. Далее, в рамках подготовки к проведению исследования после окончания диагностики участники проходят анкетирование. Мы вам направим ссылку для входа, логин и пароль, а вы должны будете проследить, чтобы наши с вами наблюдатели, участники прошли это анкетирование. Ну и заполненные таблицы со списком участников после проведения диагностики передаются региональному координатору, то есть Институту развития образования, соответственно, Анастасии Александровне, либо же мне, получится. И, собственно, ответственность за корректность ведения данных лежит на региональном координаторе, на муниципальном координаторе. Второе направление деятельности в рамках подготовки в рамках проведения фактически исследования – это подготовка аудитории. В данном случае что необходимо сделать? Необходимо обеспечить организацию мест проведения диагностики, то есть саму аудиторию, удостоверившись, что в ней есть все необходимое. Коллеги, все необходимое перечислено на слайде. Я позволю себе зачитать основные моменты. Первое – это рабочее место по количеству участников. При этом, как и при проведении государственной итоговой аттестации, один участник за одним столом. Далее, рабочие места для организатора в аудитории и наблюдателей. Прошу прощения. Как вы их распределите? Наблюдатели, там, как правило, в конце аудитории, организатор должен быть обязательно. Место для вещей участников диагностики. Черная гелевая ручка, подчеркиваем, да, то есть как и при итоговой также аттестации, для каждого участника и не менее 4 запасных у организатора, мало ли что случится, чтобы участники не были вынуждены передавать гелевую ручку там, или бегать искать. Листы для черновика для каждого участника уже должны лежать на его рабочем месте. Ножницы для вскрытия сейф-пакета. И рекомендуется также иметь в аудитории жесткую папку-планшет для закрепления протокола, который организатор в аудитории мог бы заполнять, перемещаясь в аудитории, не отвлекая, собственно, участников. И на стенах аудитории не должно быть справочных материалов. Никаких. То есть так же, как и при государственной итоговой аттестации, стены чистые, никаких дополнительных материалов быть не должно. Далее. Третий этап – это непосредственно проведение диагностики. И здесь мы говорим о том, что дата и время проведения определяется региональным координатором. И я подчеркну, что это
15 сентября, в день проведения диагностики муниципальный координатор передает следующие материалы диагностики организаторам в аудитории. Я подчеркну, что непосредственно в день проведения. Коллеги, при этом я также напомню, что материалы до этого не вскрываются, не анализируются, они закрыты. Итак, сейф-пакет с материалами диагностики – это раз, что мы передаем организаторам в аудиторию. Второе – таблицу с данными участников диагностики, о которой мы говорили ранее. Третье – инструкция организатора в аудитории, которую организатор засчитает. При этом, коллеги, обращаем наше внимание, что в каждом сейф-пакете вложен протокол, который заполняется организатором в аудитории и передается муниципальному координатору после проведения диагностики. А муниципальный организатор уже далее. Итак, каковы же функции организатора в аудитории? Во-первых, это поговорим о действиях, которые должен будет предпринять организатор в аудитории. Коллеги, не позднее, чем за час до начала проведения исследования, организатор должен прибыть в пункт проведения исследования, пройти инструктаж, получить от муниципального координатора таблицу данных участников диагностики и инструкции организатора, ознакомиться с инструктивными материалами диагностик. Если у него возникают какие-то вопросы, он может их задать муниципальному координатору. Если у муниципального координатора не найдется ответов, то вы можете обратиться к региональному координатору. Коллеги, на это ему отводится 15 минут времени. За 45 минут до начала он должен проверить свою аудиторию и убедиться, что в аудитории есть все необходимое. И рабочие места, и место для вещей, и рабочие места для наблюдателей и так далее, и черные гелевые ручки. То есть все. Аудитории проветренные, то есть созданы максимально комфортные условия, соответствующие всем требованиям. И уже непосредственно за 15-20 минут до начала самого исследования в аудиторию должен прибыть назначенный независимый наблюдатель. И, коллеги, посмотрите, специально выделено: организатор получает от муниципального координатора сейф-пакет с материалами диагностики только в присутствии назначенного наблюдателя. Убеждается, что он не вскрыт. Если сейф-пакет вскрыт, то об этом необходимо срочно уведомить муниципального координатора, ну и дальше уже, соответственно, муниципально-регионального. Это делается все в присутствии независимого наблюдателя. Далее, за 10 минут до начала участники входят в аудиторию, вы их запускаете, складывают свои вещи. При этом обращаем внимание, что, как и у наших обучающихся, мы просим всех участников выключить свои мобильные телефоны и передать их в определенное, в специально отведенное место. При этом желательно, чтобы данные телефоны были не просто выключены на беззвучном режиме, потому что они будут вибрировать. Желательно, чтобы там либо режим полета, либо вообще в принципе выключены, чтобы не создавать дискомфорт другим участникам. Далее, организатор размещает участников в аудитории и сверяет наличие участников в соответствии с таблицей данных участника диагностики. Не ранее, чем за 5 минут, то есть некий такой хронометраж выстраиваем с вами, до начала, в присутствии независимого наблюдателя организатор
вскрывает сейф-пакет в аудитории. При этом он должен проверить, есть ли все необходимое в данном сейф-пакете. Это индивидуальные комплекты бланков на 3 участников, то есть каждый комплект содержит, каждый сейф-пакет содержит 3 комплекта бланков. Далее, протокол проведения диагностики и доставочный пакет, в количестве все указано. Необходимо раздать индивидуальные комплекты таким образом, чтобы соседние участники не выполняли один и тот же вариант диагностики. Все как на ЕГЭ, в общем-то. Далее. Начало проведения диагностики. То есть вот за 5 минут мы все это с вами сделали. Организатор демонстрирует участникам, как надо вскрывать уже непосредственно конверты. Участники открывают конверт и одновременно достают все бланки, имеющиеся в конверте, не нарушая очередности листов. На это обратите, пожалуйста, внимание. На край стола складываются конверты, полученные от муниципального координатора. Уникальный код участника, полученный от муниципального координатора. И организатор проверяет наличие черной гелевой ручки у каждого участника. Через 5 минут после начала процедуры диагностики участники приступают к выполнению задания диагностики, на которое отводится 180 минут. Во время проведения диагностики организатор в аудитории заполняет бумажный протокол проведения, записывая уникальный код участника в таблице рядом с номером выданного данному участнику индивидуальным комплекта бланков. Номера комплектов бланков заранее внесены в протокол. При этом номер комплекта бланков, указанный в протоколе, необходимо сверить с номером комплектов, указанного на бланке ответов участников. Сам протокол проведения выглядит у вас вот таким образом. Дата проведения уже указана. Предмет укажете. Номер пакета с бланками указан. И записывается уникальный код участника, либо же мы пишем «не использовано». Далее отмечается наличие или отсутствие нарушений процедуры проведения. И обратите внимание, фамилия, имя, отчество, то есть расшифровка, подпись с расшифровкой от организатора в аудитории и независимого наблюдателя в аудитории. Итак, на каждом комплекте должно быть, каждый протокол должен быть заполнен именно таким образом. И обратите внимание, что уникальный код участника должен соответствовать, то есть проверьте соответствие тому, что указано на листах, на комплекте и у вас в протоколе. Далее, организатор в аудитории вносит в таблицу данные участников диагностики, полученные от муниципального координатора, номер индивидуального комплекта. Слайд был у нас с вами 3. Вот, опять-таки же мы акцентируем на этом внимание. В то же время делаются все необходимые записи на доставочном пакете. Адрес, номер аудитории, предмет. Мы стрелочками специально вам здесь все указали. Конверт запечатан, указывается дата и время в часах, в минутах. Ставится подпись. Количество комплектов всего, количество листов комплекта всего. Организатор в аудитории и наблюдатель, независимый наблюдатель в аудитории также здесь ставит подпись с расшифровкой.
По окончанию проведения диагностики организатор в аудитории собирает все материалы каждого из участников, заполненные бланки с ответами, черновики, пустые конверты от индивидуальных комплектов бланков. При этом, коллеги, важно собирать заполненные бланки ответов участников, не нарушая очередность листов. Организатор собирает все материалы диагностики. Участникам диагностики запрещается выносить материалы диагностики из аудитории, даже черновики. Упаковывает все бланки в доставочный пакет. Утеря единичного листа бланка с ответами участников приводит к проблемам распознавания всего комплекта заданий участников. В каждый доставочный пакет необходимо упаковать все заполненные бланками с ответами в соответствии с бумажным протоколом. Организатор заполняет всю необходимую информацию на доставочном пакете, заклеивает его, передает все материалы муниципальному координатору. И обращаем внимание, здесь должно быть опять-таки же комплект из 5 материалов. Первое – это доставочные пакеты с заполненными бланками ответов всех участников диагностики. Это заполненный бумажный протокол, таблицу с данными участников диагностики, неиспользованные индивидуальные пакеты с материалами диагностики, не вскрытые, и сейф-пакеты с черновиками. Каковы же функции независимого наблюдателя? Он при себе должен иметь документ, удостоверяющий личность, потому что он везде ставит свою фамилию, имя, отчество и подпись. Он должен следить за соблюдением процедуры проведения диагностики. Не разрешается ему покидать аудиторию и заниматься посторонними делами, там, читать, работать на компьютере, разговаривать. То есть для него требования точно такие же. Отсутствие мобильных телефонов, отсутствие дополнительных вспомогательных материалов и отсутствие дополнительной какой-либо работы. То есть его задача вот эти 3 часа 180 минут просидеть и именно наблюдать, не рисовать, не читать и так далее. Также независимый наблюдатель в аудитории присутствует при упаковке заполненных бланков с ответами участников диагностики доставочные пакеты. После упаковки всех материалов ставится подпись на бумажных протоколах проведения и на доставочных пакетах. В случае обнаружения нарушения процедуры или несоблюдения дисциплины должен сделать соответствующую отметку в бумажном протоколе. Коллеги, обратите внимание независимых наблюдателей, что запрещается фотографировать, переписывать или каким-либо другим образом копировать материалы диагностики. После окончания диагностики участники проходят анкетирование. Мы с вами уже про это говорили. Региональным координатором направляется муниципальному координатору ссылка для входа. Логином и паролем служит уникальный код участника и пароль. На это тоже обратите ваше внимание. Здесь как раз представлена контактная информация организаторов. В данном случае, коллеги, указаны и мои контактные данные, и рабочий телефон, и электронная почта. Коллеги, если возникают какие-то вопросы, на рабочем телефоне включена переадресация на сотовый телефон, поэтому фактически в режиме, хотелось бы не 24 часа, конечно, но тем не менее, максимальной доступности мы готовы ответить на все возникающие вопросы, если таковые будут. Мы очень надеемся, что никаких
сбоев при доставке не произойдет, и уже 14 сентября все материалы будут в образовательных организациях. Коллеги, я смотрю, что пока вопросов нет, ни в чате, ни во вкладочке «Вопросы», поэтому я позволю себе, с вашего разрешения, заканчивать. Вопросов нет? 5 организаторов у нас были муниципальных, замечательно. Тогда, коллеги, вся контактная информация представлена. По всем возникающим вопросам вы можете обращаться ко мне либо к Анастасии Александровне. Всего доброго. До свидания.